нас башня Сюмбейки, говорит, немножко начала двигаться. Вот, мы ее бетоном качали. Можем ли мы как-то это стабилизировать? Прекратит ли наша Пизанская башня падение, решит наука и современные технологии. Специалисты предлагают уйти от цементирования в пользу специальных инъекций. Укрупненно мы используем два метода. Первый метод – уплотнение грунтов в режиме управляемого гидроразрыва, при котором полимерный материал при увеличении уплотняет грунт. И второй метод – связывание грунтов в режиме пропитки, при котором полимерный материал замещает воздух и воду, связывает, то есть склеивает грунт без изменения его структуры. Рустам Минниханов отметил, каждый из этих методов будет интересен и для дорог, и для промышленных объектов, построенных на неустойчивых грунтах. Он поручил выбрать наиболее подходящий и для визитки Казани. Давайте вот по башне Сюмбейки посмотрите, какие решения они могут предложить. Свои методы упрочнения предлагают и ученые из Уфы. Они специализируются на асфальте. У них, как и у нас, проблема колея на дорогах. Мы тратим столько денег на то, чтобы сохранить вот верхний слой колея. Но у нас шипы, конечно. Самая большая проблема – это шипы. Уфимские ученые нашли решение – высокопрочные битумы, которые заполняют места потенциального провала. Из-за устойчивости материала к перепадам температуры асфальт прослужит намного дольше. Хорошо, ввели эти непонятные PG, когда из американской системы SuperPay взяли только 6 нормативов, но ваши остаточные битумы, ваши гудроны, которые получаются на Таифе, на Танеко, это уже готовый PG. И без полимера, и без пластификатора. Они совершенно спокойно, правильно туда пройдут, в эту прекрасную лазейку. Сделаем, как вы сказали, один участок, или там ничего страшного не случится. Все равно надо какие-то пути находить. Ученые из Академии наук Татарстана смотрят далеко в небо и уже создали 3 образца беспилотных летательных аппаратов – «Летяга», «Кузнечик» и «Барс». Особенность в том, что поднимают они грузы до 300 килограммов или даже до тонны. Это как раз та, будем так говорить, новинка и та инновация, которая нам позволяет России покрывать достаточно большие логистические маршруты и, в принципе, показывать эффективность перевозки грузов. Впервые беспилотники показали на форуме «Армия» и сразу нашли поддержку. Теперь ученые готовы производить до 8 аппаратов в месяц и до 2000 в год. Для этого нужно около 1,5 миллиарда рублей инвестиций. Развернуть производство планируется в Лаишевском районе. Рустам Минниханов поддержал инициативу. Сегодня беспилотники очень нужны. Давайте вот запланируем. Этот проект, он стратегически важен сегодня. И это очень перспективный. Президент сказал, что мы пойдем на это предприятие, посмотрим. Он возьмет специалистов, которые будут смотреть. Здесь же сегодня представили проект получения биопротеина из метана. Это решит проблему дефицита кормового белка. Предложили начать производство в Татарстане сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Он необходим для бронежилетов и армейских касок. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.